Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня у нас 22 января 2021 года. И мы сегодня обсудим насущие новости, проблемы. И я думаю, будет очень интересно сегодня. Я вам расскажу кое-какую инсайдерскую информацию. И мы сегодня обсудим, конечно же, угрозы главного бандита Кадырова в адрес Ахмеда Закаева. А теперь всех еще раз приветствую. И как обычно по нашей традиции поименно постараюсь. Так, секрет Трумтер. Ассаламу алейкум. Всем привет, доброго времени суток. Говорит. Приветствую, ва алейкум ассалам, секрет. Арсен Эрапетян, привет. Привет, Арсен. Павел Ике. Приветствую. Абдулмалик, приветствую. Нохчи Нох. Ва алейкум ассалам. Чечня не Россия. Ванах мелчо легче кажется от Нохчи Нох. Ой, Чечня не Россия сообщает, что он не смог найти мой эфир. Там, и пришлось ему найти меня через канал Чечня не Россия. Ой, чеченский след, Рязанский сахар. Сообщаю, атаки на мой канал возобновились. Сейчас они носят такой мягкой форме, но я уже все чаще замечаю, что пропадают комментарии, и начинается вот то, что почти месяц, даже чуть больше месяца, с 14 декабря атаки прекратились. После того, как американцы обнаружили атаку на Пентагон, свою хакерскую атаку со стороны России, они спрятались, но опять, видимо, возобновили свои действия. Ну ничего, нам не привыкать, будем писать опять жалобы в YouTube, в Пентагон напишем, в Госдеп напишем, нам не привыкать. Правду все равно не утаить, будем дальше продолжать. Чечня не Россия, Маш Воль. Татьяна Украинка, приветствую. Ган Шрёдер, приветствую. GTX Gaming, Салам Маршал, Ду Ури, приветствую. Валейкум ассалам, Ури. Масцерга, Салам Маршал, Ду Хамзат Ипаев, Маршал, Ду. Чечня не Россия, говорит, Карамцель. Да, и ты уже не первый Чечня не Россия, который говорит, что возникали. Я вижу, у нас зависание происходит, да? Происходит зависание эфира. Так, происходит зависание эфира, да? Напишите, если происходит. У меня тут произошло зависание эфира. И, ну, ничего страшного. Если бы они не обращали на нас внимания, то мы зря пахали бы, скажем так. Так, как найти Маш Вовель, да, так, как найти, говорит, зависает. Вот, началось зависание. Ну, ничего, если будет сильно зависать, мы переключимся на другой интернет и продолжим в том же духе. Правду им не утаить. Так, у М6 все нормально. Чечен Парамаунт. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Чечен Парамаунт. Машуэло. Хороший контент, кстати, у Чечена Парамаунта. Я пока не знаю этого человека до конца, поэтому я уже боюсь тут за кого-либо что-либо говорить. Но контент, это чисто мое мнение, отличный. Так, ACDC, салют ACDC. Так, Исаак Шмулевич на месте, как обычно. Машвой Исаак. Максим Господарь, тоже тебя приветствую. Адуда Улютюк, ассалам алейкум. Всех витаю, друзья. Ва алейкум салам, приветствую. Так, Алекс, ассалам аслан, салам. Алекс, Немо 77, ассалам алейкум. Салам Ашилду, ва алейкум ассалам. Кавказ, ва алейкум ассалам. Мы тоже тут, говорит Ганшредер. Да, Ганшредер, тебя уже отметил. Сурен Намов. Приветствую тебя тоже. Так, как найти Аснадери Саламашхоль? Так, ну все, основные все на месте. Так, хотелось бы начать. Так, великий Онах Ахмад
Он, наверное, имел в виду этого, как его, это уже заблокировали. Ну дайте мне хотя бы его заблокировать. Он имел в виду Ахмеда Закаева. Вы не поняли просто. Так, работает супер. Витаю, Аслан, говорит Тор. Как ты? Супер. Тор, спасибо. И тебя витаю. Нохчи Божа, салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Волк на месте. Ва алейкум салам. Волк. Del ettől hadérész, hogy masszernak, hogy hadérész. Байденс охаттору. Ва отору кареабо. Хуардок Байден сюда. Привет с Беларуси, мистер Аббат. Приветствую, Беларусь. Мы вас поддерживаем. Свободную Беларусь поддерживаем. Так. Как найти информацион почта? Аслан, брат, почему-то наши враждуют, когда нужно было объединиться как мусульман ради Аллаха, защищать наших в Европе. На самом деле не то чтобы враждуем. Есть, конечно, недопонимания какие-то, есть такие моменты, но среди нас есть много агентуры. Понимаете? Есть полезные идиоты, а есть вот откровенные агенты, да, полезные идиоты, они тоже вредны, да, но они наши, им если объяснить, постараться объяснить, хотя некоторым очень трудно объяснить, но они не предатели, они искренни в своих побуждениях, и я за то, чтобы с этими так называемыми полезными идиотами, это ничего оскорбительного в этом нет, это такой термин. Идиот это вообще термин, не интересующийся политикой, да, а полезный человек, полезный, не интересующийся политикой получается. И если до людей донести нашу позицию, любой здравомыслящий человек понимает, да, но пока не все согласны с моей точкой зрения, некоторые говорят, полезный идиот, не полезный, не надо с ними ничего объяснять, от них толку никакого. Это тоже позиция имеет право быть, она тоже в какой-то степени верна. И мое стремление донести до людей правду, она не всегда благодарности вообще никогда от нее не бывает, но иногда бывает. И у нас есть, среди нас есть агентура, да, это самая большая проблема. Эта агентура уже, знаете, есть заслуженные люди. Ну, конечно, если они реально были бы заслужены, наверное, они не становились бы предателями. Но есть люди, которые какое-то время какую-то пользу приносили нашему делу. Ну или просто были на нашей стороне. Но теперь ситуация как бы поменялась. Некоторые разочаровались, некоторые уже старенькие и хотят пожить уже спокойненько, и на родину хочется, и проблем не хочется, да, и вот старенький человек умрет, и что он оставил? Денег он не оставил, на этом пути денег не особо заработаешь или вообще не заработаешь, но при всем при этом оставляешь проблемы, и некоторые начинают там и так и сяк. Мы, конечно же, не считаем, что дело наше проигрышное, и никогда так не будем считать. Да, и чем труднее, тем наоборот интереснее. И вот дело в этой агентуре, которая среди нас работает. И эту агентуру очень трудно разоблачить. Эту агентуру еще людей разубедить в том, что это агентура, трудно, потому что наши люди любят ушами. Не мозгом, не сердцем, ушами любят. Красиво говори, а для этого подготавливают людей, да, специальные там в ГРУ, там ФСБ обучают людей, чтобы и нас тем более хорошо уже изучили, так как представители нашего народа перешли на сторону и помогают всячески. Но мы будем надеяться, что мы сможем людей переубедить. Поэтому как таковых разногласий нет. Есть, да, разногласия перед старыми нашими, там, Закаевым и Диговым, там, вот между ними есть. И хотелось бы, чтобы они между собой нашли взаимопонимание, чтобы они друг друга, ну, как бы, ну, как-то договорились, да, что бы между ними не было. И
мне кажется, вот правительство Ахмеда Закаева это является таким действующим органом, который необходим для того, чтобы наше государство, государственность сохранилась. Если же Ахмед Закаев, ну, кто бы то ни было, да, переменит позицию, изменится, конечно же, мы не будем поддерживать ни Ахмеда Закаева, ни кого бы то ни было. И меня, конечно, никто не будет поддерживать, если я изменю позицию. И кто меня смотрит, и которые меня уважают, поддерживают, первые бросят в меня помидоры, как говорится. И они будут правы. Поэтому здесь главное дело, да, и вот надо бы, чтобы договорились. Но в основном люди устали. Их тоже можно понять. Но если мы устали, это не значит, что надо прекращать нашу работу. Ну ладно, об этом мы много говорили, еще будем говорить. Давайте перейдем к теме, которую я хотел бы сегодня вам рассказать. Одной из тем, которые я хотел бы вам сегодня рассказать. Сегодня я увидел видео, где Кадыров Рамзан, главный предатель века, как и его папаша, угрожает Закаеву, Ахмеду Закаеву. Все началось с чего? Несколько дней назад, вы видели у меня на канале, была вывешена информация, только что я закончил общение и подготовку по этому поводу и выложил эту информацию у себя на канале по поводу убийства Аслана Битюкаева с его товарищами. Мне поступила достоверная информация, что эти люди были отравлены, а потом их тела были взорваны. После того, как эта инфа 20 вчера января они были убиты, нам показали их убитыми, по крайней мере так информация прошла, может быть это произошло чуть раньше их убийства, так как одного из участников этой группы, Казбека Байдулаева, убили 15 декабря 2020 года, и это была казнь, по моим данным, которые я располагаю. И вот вчера нам сообщили о гибели еще 5 человек. В прошлом своем стриме я сказал 6 человек, но я имел в виду и Казбека Байдулаева, которого убили ранее. По моей информации, все эти 5 человек были отравлены, и после этого их тела были взорваны. Чтобы нельзя было при экспертизе как-то определить, что было какое-то боестолкновение, пулевые ранения и так далее. Для того, чтобы скрыть следы своего отравления, они взорвали их тела. Это Байтукаев Аслан, Битукаев Аслан, Малаев Рашид, Саралиев Шамхан, Базуркаев Иса, Даршаев Вахид, да, Лазот Обал Дуэльцерь. После того, как эта информация стала публичной, о том, что они погибли, сообщили коллаборанты, Ахмед Закаев наградил за мужество, доблесть и героизм, проявленный в многолетней борьбе против российских оккупантов и предателей чеченского народа, посмертно присвоил высокое звание героя Оман-Турпал, герой нации, всем 5. Я бы хотел ходатайствовать перед правительством и Ахмедом Закаевым, чтобы и Казбек Байдулаев, который был казнен 15 декабря 2020 года, также было присвоено это звание Оман Турпал. И после того, как это произошло, как Закаев об этом сообщил у себя на нашем официальном сайте Чечен Пресс, вы можете под ссылкой на это видео, в описании под этим видео, найти ссылку на наш официальный сайт Чечен Пресс. В самом низу там можете увидеть. Кадыров Рамзан сообщил следующее. Кадыров Рамзан начал угрожать Ахмеду Закаеву. Вот давайте он по-чеченски говорит, я немного переведу, что он говорит, чтобы это тоже осталось в Требованием выдать Ахмеда Закаева. Глава Чеченской Республики поддерживает представителей НАТО, террористии и террорала. Мы будем
Бить его по всей строгости закона, заявил глава республики. Ну, тут он ругается на Закаева. Почему ты не приезжаешь домой? Какие награды ты, о каких наградах ты говоришь? Ты поддерживаешь Имарат Кавказ, говорит Кадыров. Значит, Имарат Кавказ поддерживает, я обращаюсь, он Совет Безопасности, Теперь он обращается в Совет Безопасности, он не разбирается, к чему конкретно он обращается, ОБСЕ, Совет Безопасности, ООН. Да, Мацага, да, ОБСЕ, ООН, сейчас, да. Где ты Вот бываешь? террорист номер один, да, который поддерживает, да, террористов. Это Эмират Кавказа, они подчинились, да, подчинились, да, это Хуюхар, иблисское государство, да, уже, да, конкретно, да, террористов, да. Он говорит, что за то, что Ахмед Закаев присвоил им это звание, награды, точнее, что Ахмед Закаев уже является террористом. Здесь я сделаю поправочку, скажу, что и Имарат Кавказ, и исламское государство, так называемое ИГИЛ, исламское государство Ирака и Леванты, это проект российских спецслужб, а ИГИЛ, Имарат Кавказ проект российских спецслужб, а ИГИЛ является проектом российских спецслужб и партии Баас Саддама Хусейна. Это являлось террористической и фашистской организацией. И наше сопротивление, в том числе Аслан Битукаев, находились в тяжелейшем положении. И им было предложено на случай, если они сделают голосовое сообщение и присягнут в Багдаде, то им будет оказана помощь. Они были обмануты, никакой помощи им не оказали, но результатов добились. Чеченское сопротивление в лице Битюкаева и Дохки Умарова, уже тогда Дохки Умарова уже не было, по-моему, если я не ошибаюсь, было занесено вот в этот террористический список террористов. Также сообщалось, но нет данных 100% подтверждений тому, что это голосовое сообщение на самом деле принадлежало Аслану Битюкаеву. Независимой экспертизы мы не слышали, поэтому мы не можем утверждать, что Битюкаев присягал все-таки исламскому государству. Хотя исключать мы это тоже не можем. Так что да. Но ни Аслан Битюкаев, ни чеченские бойцы сопротивления не причастны к этим убийствам варварским, которые совершались вот этой фашистской ИГИЛ на территории Сирии. Тем более они не находились на этой территории. А ради того, чтобы как-то выправить свое положение, было, видимо, сделано такое сообщение. Но это не важно. Но важно то, что эти люди были отравлены и затем были уже взорваны их тела. Ну давайте послушаем Кадырова. Я обращаюсь по всем инстанциям, да. Выдайте этого шакала нам, да. Мы его будем слить, да. По всей строгости закона, да. Дай махан, да. Кенти Уишчена, дай махан, Навасти Уишчена. Бойт был, да. Дай махан, Адабитан. Уехали. Шин Ульдер, Навасти, Адабитан, да. Аварин, Коглазин, да. Раненые, не знаю, для чего он это говорит, но тут он сказал правду. Раненый Закаев, тогда попавший в автокатастрофу, он был тяжело ранен, у него были тяжелые переломы, и он был вывезен в таком состоянии в Европу. Yok, gaz yok da işte ona daima nadon içirdo селаны Битюкаев шейтна шейн дона içirdo. Вчера мы убили Битюкаева и других шайтанов, как он говорит, будучи шайтаном. Он говорит, что, Закаев говорит, что будущие поколения их не забудут. Я хочу тебе сказать, приезжай домой. Или я тебя посажу в подвал, или я выстрелю тебе в лоб, и эту кровную месть я приму на себя, сказал человек, который уже убил сотни и тысячи людей.
دل على غلطه درسا Перед Богом نهن это على делал غلطه навсегда. درسا И перед людьми. حضانه حسن يلومش دون اشي شو ناخ شو отказать. Что люди от вас отказались, ну и так далее, говорит главный предатель чеченского народа. Что на это можно сказать? После того, что вот так человек открыто с политического оппонента, да, можно сказать, Ахмеда Закаева призывает посадить в подвал, речь ни о какой не тюрьме, ведь это оговорка не просто так, в подвал. В каждом отделении, в каждом этом патрульно-постовом полку, в разных вот этих бандах, которые разбросаны по всей Чеченской Республике, есть свои секретные тюрьмы, так называемые. Это обычные подвалы, где они содержат людей, пытают, истязают, пытают так, что никаким гестаповцам, никаким там фашистам и кому-либо это даже не снилось, то, что они делают. Кстати говоря, это тот самый полк патрульно-постовой службы, который сейчас возглавляет Замит Чилаев, ранее возглавлял Аслан Ирисханов, который в 2017 году казнили 27 человек одновременно. Одновременно же 13 человек было казнено. Об этом я много раз говорил, об этом проводилось расследование Новой газетой, да, по той информации, которую мы предоставили. И после этого было возбуждено в ОБСЕ, была создана специальная комиссия, создан так называемый, запущен так называемый московский механизм по мониторингу за правами человека в Чеченской Республике. Это такой известный полк, который много раз уже убивал, казнил людей. Именно этот же полк казнил Аслана Битюкаева и его товарищей. Ну что, и в эту Чеченскую Республику отдают беженцев из России. Кто-то пытается говорить, вот человек прям едет, открыто говорит. Потом в конце он этого видео, оно есть длинное, там он едет с этим Замидом Чилаевым, непосредственным командиром этого полка. И говорит, ну я не хотел говорить, но просто там уже злость его взяла за то, что Ахмед Закаев наградил этих людей. Конечно, что бы они ни говорили, как бы они там ни хорохорились, в любом случае Чечня будет свободной, независимой, и все преступники, которые уже очень хорошо нам известны, будут в соответствии с международным правом привлечены к уголовной ответственности. В этом нет ни малейшего сомнения. И чеченский народ, который невозможно победить, ни Кадырову, как бы он ни пытался, он в этом же видео говорит, что мы знаем, что на нас кровная месть. Я своим детям сказал о своей спокойной жизни, забудьте, учитесь стрелять, готовьтесь и так далее. Короче говоря, этот человек прекрасно понимает, что ждет его и его будущее. И сколько веревочка не вейся, конец будет однозначно. Потому что дело он, опять же, имеет ни с Битюкаевым, ни с Закаевым, ни с Дудаевым или Масхадовым. Дело имеет с чеченским народом. И чеченский народ вам не победить и не сломить его никогда. Даже при всем том терроре, который вы устроили. И опять же я обращаюсь и к немецким, и к австрийским, и французским, и другим властям. Именно этим людям вы выдаете наших беженцев, которые здесь находятся. Да, здесь есть люди, которые заслуживают того, чтобы их отправили в Россию. Но по большей части эти люди не заслуживают того, чтобы их отправляли в этот преступный режим. На убийство и пытки, незаконное преследование, судебное преследование этих людей. Так, давайте перейдем к вашим комментариям, послушаем, почитаем, что вы говорите, и пообщаемся немного. Так. Аду Давлетюк опять пишет, хотел давно сказать, Аду Давлетюк, вы постоянно пишете, здравствуйте, шариатская Австрия и так далее. Ну, мы-то знаем, что это ваш сарказм, что вы смеетесь, но многие, кто сюда заходит, у нас новые бывают
зрители, и часто бывает. Поэтому некоторые не понимают, когда вы пишете. И когда я вас не блокирую и не баню за это, могут нас не понять просто. Поэтому, Адуда Лютюк, я прекрасно понимаю, что ты говоришь, но не все понимают, что это сарказм. Или же пиши сарказм, или перестань так писать. Разовые Путин опустились во все тяжкие, конец близок, говорит Хамзат Ипаев. Да, совершенно верно. Именно из-за паники, из-за злобы своей, вот так открыто уже говорит. Более того, я бы хотел вам показать еще одно видео, где другие эти бандиты также говорят и угрожают. Вот подождите, это не первый раз. Это не первый раз. Еще в 2018 году, ровно год назад, тоже была такая же информация, где Адам Демельханов по кличке Палач также говорил то же самое. وي هار شرع بيش بوك داخل هون بيش بونالشي Мы каждый год делаем. وي ارينس بولناخ الشابريك تبغى يشتغل Не داخل все могут поехать. تعطل домой, الحل проводят تلفزيون работу. شادك بخوش صوت داخل ابوال بيش عاش ديوششي مصو اورتس خلينا وحشنا بوك تندل Здесь живут, но Ой, здесь почему? имеется в виду, что в Москве было проведено совещание, ну, собрание, где они тогда собрали молодежь Москвы и там им угрожали, говорили, ведите себя как следует. Короче, лизали так, как не лижет ни один пророссийский чиновник. Ни дагестанский, ни якутский, ни ингушский, никто так не лижет, как вот эти лизуны. وقش دي قدو داخل طبعا Но они دا لازم объясняют, قبل دول عمل عش اربع نجنيات يا что надо وي быть خلق نخيل на بول ديك بول дороге, на خلش пути بول ديك بلش предателя. وش بريك بيسا بيوش داخل وي باتشان بركل اولش Спасибо, اشت сказать تندري президенту, صلا اولش королю. مصر ريجيونش كابل представитель علم ناخ داخل студент спортсмен بلجي خد عقول بلا Собрали студентов, спортсменов. وي طبعا دول حل Мы وي сегодня ايوه زامنح خلديش دول حل تتح تحيقر عمل عبد الله قبل دول اربع نجنيات يا ويقام برتع بوش мы должны إيش объединиться, يقاتشلر بستح قداح прийти к счастью. قيم الصوبولي تحيق ديش خلر بيلقل داخل تنقيتير Еще وين больше مخا надо داخل работать. وين تح وتح والله غير شتان соцсети شو Есть разные люди, которые وسائل хотят شو وق بيش о нас плохо сказать, там работают в соцсетях. تا ديل ماستوش أربع كان بابو مخا أره ويقامخ بوش ناخ تعليلوش دول شو ناخ وش ويقام دولشن представлять ديش Говорят, ну, люди не нашей национальности, представляясь как бы чеченцами, Европа يول ценность تجيوش والценность وش وصلولات ديش وش أدبرات ديش بولش ناخ تانا نوختي جاح دول حل نوختي جاح أدمي داخل تادلر وصل دين تادلر مصو أغور то, что в Чечне положение сейчас улучшается, и со всех сторон все у них хорошо. نوختي عادة غلق تادلر نوختي تان خيل بولارم ليرم سي أميوخ متي دعوشتان رسي يا رسي الأرحة إستلالوش أثناء وشيدناش بيش بوا بطن ده مو أسيري شيخ بيربات هور إقامل ديش ويبتشات إيش يوخشي ويقوم إيش يوخشي ويقام سيزز داك ويقوم غلق سي Произносит, ну, там, имя чеченского народа, سيزز دوخش ويدغل سيزز دوخش оскорбляет чеченский народ, оскорбляет адаты, законы чеченцев. داك دين باريخ مرسومنا ديل سلمو سيزز دوخش بيش بالبال والله وش صح وجبت ديوخ شو Клянусь Аллахом, ни одного мы не оставим, не спросив с них ответа. Мы работаем над этими людьми. По закону, по их традициям, их обычаи мы знаем, какие. Отравить, а потом взорвать. Это их обычаи. Вот такие вот выступления делают эти люди. Кадыров, кстати говоря, это делает не в первый раз. Несмотря на это, нас все равно выдают, все равно
когда происходит какое-нибудь убийство, какое-нибудь Кавказ Реалии или радио Маршал на чеченском языке, радио Свобода, называют, ссылаются на них, называют нас какими-то боевиками и так далее. Это абсолютнейшая инсинуация, абсолютная неправда. Все, что говорят эти люди, должно не то что подвергаться сомнению, оно должно отметаться автоматически. Они должны быть признаны нерукопожатными и не имеющими слова в цивилизованном обществе. В каких бы дорогих костюмах они не были, в каких бы дорогих немецких машинах они не катались, при всем при этом они остаются преступниками и террористами. И ничем не уступают ИГИЛу, который признан. Да, и поэтому должны все однозначно намотать себе на ус. Вы имеете дело с террористами, с фашистами. Это российские чиновники. Это никакой не кадыровский режим, как нам пытаются навязать, да, вот, пытаются нам рассказать. Нет, это российская, это русско-чеченская война, которая не закончилась и никогда не закончится, пока там находятся русские оккупанты. У нас есть правовое, юридическое основание на наше государство. Мы заплатили 300 тысячами жизней наших граждан. Это похлеще любого референдума. При всем при этом на всех референдумах, на всех выборах, которые проходили в свободной, независимой Ичкерии, на которые были наблюдатели от ОБСЕ с 58 стран, да, и были признаны законными, наше государство находится в оккупации, точно так же, как находится часть Украины в оккупации и часть Грузии. Наша страна, к большому сожалению, находится полностью в оккупации, и наше правительство находится за рубежом. И никто не имеет права нам в этом отказывать. Все, кто нам отказывает в этом праве, являются соучастниками этого геноцида, который совершила Россия. Никто иной. Кадыров, Демирханов – это чиновники российские, как и чиновники ингушские, российские или дагестанские. Они не имеют никакого отношения к чеченскому государству и чеченскому народу. Только лишь они этнически могут принадлежать. Как, например, тот же самый Хасбулатов. Никто же не говорит, что Хасбулатов являлся чеченским чиновником. Нет, ни в коем случае. Он являлся российским чиновником, советским чиновником, потом российским чиновником. Поэтому прошу запомнить это и всем распространять именно эту информацию, так как это является реальность, это является истиной, и нет никакой другой истины. И если есть другая истина, покажите мне документ, который подтверждает, да, как юристу мне нужен документ, а не голословные там утверждения или каких-либо сиюминутные выгоды политиков. Да. Политики сегодня говорят, что давайте там дружить с Путиным, потом завтра говорят дружить давайте там с Навальным, до этого они говорили дружить с Ельциным. Меня это не интересует. Меня интересует документ. Но у меня есть, у нас, у чеченской стороны есть документы, подтверждающие, что мы являемся независимым государством в соответствии с международным правом. Покажите мне хоть один документ, подтверждающий, что мы являемся частью Российской Федерации. Такого документа нет. Кроме в 2003 году Конституции, которую они приняли, во время активных боевых действий, когда голосовали интервенты, русские интервенты, голосовали массово. И есть огромное количество доказательств, что чеченский народ в этих выборах, в принятии Конституции так называемой, где в первой статье указано, что Чечня является неотъемлемой частью Российской Федерации, чеченский народ, граждане Чеченской Республики Ичкерия не принимали участие в этих выборах. Остальное все можно говорить 100 лет. Мне, как юристу, нужны доказательства, юридические факты. Фактов нет. И на этом разговор заканчивается. Просто любой один документ я прошу. Один документ, который является законным, признанным международным сообществом. Кстати говоря, Конституция, принятая референдум, так называемый референдум, проведенный оккупационными властью на территории Чеченской Республики Ичкерия, проведенный в 2003 году, не признан ни ОБСЕ, ни европейскими странами.
том числе Германии. Ну вот и все. А как остальное, все это болтология, как говорится. Так, пойдемте дальше. Тоже очень много интересного я вам сейчас расскажу. Но сперва опять к вашим комментариям. Чтобы, как говорится, не отдаляться от народа. Знание Маши, говорит Немо. Сиалба духа Немо. Деоккупация и восстановление ущерба республики и граждан за 26 агрессий и геноцида, говорит Хамзат Ипаев. Да? Карим Косоглазый. Лично я не завидую этим нелюдям, какое будущее у этих нелюдей. И если у их детей будущее. Ну, знают же они, чеченский народ не будет рабом никогда. Да, Алмула. Так, Максим. Одно непонятно. До каких пор всем россиянским это все будет сходить с рук? До тех пор, пока мы молчим, Максим. Пока мы все молчим. М6. Напоминаю, добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества, ставьте лайки и подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду. Я еще раз напоминаю, друзья, мой канал находится под постоянным наблюдением. Все, кто пишут сюда, будьте осторожны. Не оставляйте никакой информации, касающейся вашего места пребывания. Любой информации, которая может вас как-либо идентифицировать. Я вас прошу. Освобождаю вас от того, чтобы ставить лайки и писать комментарии. Ваша безопасность, ваша рука, друзья. Вова Мусаев, адвокат Болбешуха или Бинуха. Я работал когда-то в Москве адвокатом. Он меня спрашивает, работал ли или нет. И я работал. Меня, как только я начал вести публичную деятельность, меня лишили статуса адвоката. Так. Как найти, Аслан, давай инсайт. Инсайт уже был ведь. Инсайт был в том, что убийство... Давайте я вам его тогда подробно сейчас расскажу. Так, некоторые подробности убийства Аслана Битюкаева и его соратников. Я получил информацию. По предварительной информации, непосредственно убийцей, находящимся в бессознательном состоянии, Аслана Битюкаева и 3 его товарищей, является уроженец Ачхой-Мартана, сотрудник, коллаборант ПППСП, полка патрульно-постовой службы имени Ахмада Кадырова, так называемый 2-й полк Мавсар Канташев. На фото с автоматом, ниже вы его увидите. 5-й участник группы убит командиром-коллаборантом Замидом Челаевым на фото справа. Также за казнью Казбека Байдулаева 15 декабря 2020 года в населенном пункте Катарюрт стоит данная банда. Напоминаю, 20 января 2020 года в окрестностях населенного пункта Катарюрт были отравлены 5 бойцов чеченского сопротивления, а затем их тела были взорваны. Правительство Чеченской Республики Ичкерия за мужество, доблесть и героизм, проявленный в многолетней борьбе против российских захватчиков и предателей чеченского народа, посмертно присвоили высокое звание Героя Оман Турпал, Герой нации, Битюкаеву Аслану Алгазаровичу, Малаеву Рашиду Гайрбековичу, Саралиеву Шамхану Асламбековичу, Базуркаеву Исею Салтахметовичу, Дашаеву Вахиту Лишаевичу. За убийство Аслана Битюкаева и его соратников Канташева представили к российской медальке, подарили машину и 3 миллиона рублей. Также сообщается, что Ибрагим Дадаев, кличка Медведь, может быть снят с должности начальника ОМВД Российской Федерации по Чеченской Республике Ачхой-Мартановского района, а на его место будет назначен Мавсар Канташев. Также террорист Путин поздравил банду ППСП. Российские бандиты сообщили, что в ходе операции ранения получили 2 члена путинской банды кадыровцы. Данная информация не соответствует действительности. По информации, полученной от участника операции, стало ясно, что группу Битюкаева отравили, а затем бездыханные тела или же бессознательные тела были взорваны. Именно этим объясняется отсутствие жертв со стороны предателей чеченского народа. На фото вы увидите, вот с автоматом стоит вот этот Мавсар Канташев,
а второй, вот этот непосредственно его командир Челаев. Так, одну минутку. Замит Челаев. Также здесь стоит отметить, несколько лет назад обмануты российской пропагандой и членами террористической и фашистской организации ИГИЛ, которые предложили помощь, вооружение, материальную, техническую и иную помощь в борьбе против русских оккупантов в обмен на присягу ИГИЛ. Батукаев, находившийся в тяжелом положении, якобы согласился. При этом нет достоверной и независимой экспертизы, подтверждающей, что голос на аудиосообщении принадлежит Аслану Битюкаеву. Также российские интервенты сообщали, что Аслан Битюкаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово. Кроме слов российских фашистов и других доказательств причастности Битюкаева к данному теракту также не имеется. При всем при этом нужно понимать, что эти люди давно ни с кем публично не выходили на связь. Неизвестно, где они находились, были ли они в плену и что произошло, пока достоверно всего неизвестно. Дал газват обал дуэльте, дакиланчер, дал бикам буэль, ишбаянчер, дал мукла, ишгазу тямаму, дал мукла, царя, вэкому, чире уйцермою. Царя уйцерю, масаря уйцерю. И никто не уйдет от ответственности. Перейти на сторону российских оккупантов и убивать свой народ, и надеяться, что это пройдет, останется безнаказанно, ну это, по крайней мере, как минимум, глупо. Да, мула бикам хирбу массерна, да, мула. Тюх, дианчу, химерду олш, нохчи кислу. Есть такая пословица, тот, кто ел соль, тот будет пить воду. Да, мула бикам хирбу. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Слава Вильна Ичкери, говорит, интервата. Приветствую тебя. Героям слава. Так. Витаю, Аслан. Громадно. Ключики. Слава Вильна Ичкери. Олег Ревин. Витаю, Олег. Спасибо. Асланбек Тутаев. Надо Ахмеду Закаеву всех Кадыркиных подать в розыск в Интерпол. Да, надо, конечно. Давным-давно пора надо делать. Дель Ахшна Ирбель Духбу, но возможно, когда придет сознание, будет поздно, говорит Ибрагим Алханов. Мэн Чечен, воины Чири, павшие от рук мерзких национал-предателей. Хамзат Гилаб, Амелдацты Аслан, Дал Мула. Яд, наверное, у ФСБ взяли. Все операции проходят под контролем ФСБ по Чеченской Республике. Убийство в 2017 году одновременно 13 человек проходило под контролем Кадырова непосредственно. От Кадырова туда в полк приезжал постоянно Абузейд Висмуратов по кличке Русский Патриот и местного ФСБ. Да, постоянно туда приезжали русские ФСБшники и чеченские ФСБ национальности, чеченоговорящие ФСБшники. Амин Аллах дал кэлюэль нохчик аммел хизенчин, говорит Волк. Амин. Так, Заза Мадашвили. Аслан, вчера Грузия выиграла против России процесс в Страсбурге, но Россия наоборот показала на СМИ. Да, а что выиграла Заза? Что она? По какому поводу выиграла? Погибшие войдут в века героями. Да, лунный свет, абсолютно так. Барт Маша, те, кто обманывается деньгами, переведут на сторону того, кто больше заплатит. Ну, уже все, там не спастись им. Не поможет. На ком есть кровь. Я не обвиняю всех, кто работает
на эту оккупационную власть. Есть люди, которые по обману, пропагандой завлечены в это. Так же, как были завлечены тот же там Имарат Кавказ там, и другие организации. Я сам подвергался этой пропаганде и подвергаюсь. Сейчас я, правда, исключил любое. Только иногда я смотрю российское телевидение, чтобы понимать, что там происходит. И пропаганда очень сильно ведется. Поэтому я не обвиняю всех. Да. Есть определенные люди в чеченском обществе, которые перешли и на руках перешли на сторону русских оккупантов и имеют на руках кровь. Эти люди без 100% понесут наказание. Абсолютно 100%. Если они предстанут перед судом, если они будут задержаны. До этого, конечно, они могут скрываться, как угодно бегать и прятаться. Но они понесут за это наказание. Да, Аллах. А всех, кто сейчас обмануты пропагандой, чтобы не работать на стройке, по любой другой причине, который пошел на услужение русским оккупантам, знаете, что ваша родина после убийства третьей части вашего народа оккупирована русскими. Это я говорю молодежи особенно, которая не знает. И вы должны будете эту свою родину защищать. И сейчас вы, находясь даже в их рядах, вы должны ее защищать. Вы не должны совершать преступления. Эти преступления вам ни российское законодательство не позволяет делать, ни тем более чеченское. Поэтому все, кто находится на службе, делайте свою работу менее рьяно и не берите кровь своих сограждан на себя. Вам никуда не деться. Вам жить в этом обществе, вашим детям, вашим родственникам, жить в этом обществе. И вам придется нести за это ответственность. Призываю вас не делать этого. Так, давайте почитаю ваш комментарий еще. Исаак Шмулевич, Аслан, благодаря вам, свободным блогерам, есть движение против этих диктаторов. Спасибо вам. Не за что, всегда пожалуйста. Джахар Дудай, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Реалити, напоминает. Маждада, папа, в какой концлагерь нас везут? Не знаю, сынок, политикой не интересуюсь. Да, именно так. Так. Ассаламу алейкум, Маш Дольше, Дух Свободы. Ва алейкум салам, Дух Свободы. Маша Ой. Аслан, как ты думаешь, когда нам туда, то есть самим изменить свое положение? Как ты думаешь, когда нам туда, то есть самим изменить свое положение? Я бы хотел бы, знаете, по этому поводу сказать. По поводу того, что вот сейчас происходит. Еще 1,5 года назад, когда только я начинал уже открыто выступать по интернету, в Ютубу, я сразу сказал, что настанет время, ближайшее время, и будет свержение путинского режима. В принципе, сейчас этот процесс происходит. Да? Сейчас пытаются свергнуть Путина. Вернее, идет такая передача власти от Путина Навальному. Потому что тут на Западе много людей, которые бизнесмены, политики, которые заинтересованы в хороших отношениях с Россией. Несмотря на оккупацию части Украины, несмотря на геноцид в Чечне, на оккупацию Грузии, части Грузии. Несмотря на это, у каждого свои интересы, у большого бизнеса свои финансовые интересы, у политиков там другие свои третьи интересы. Ну и в принципе, как бы каждый пытается, политик, государство, преследовать свои национальные интересы. И это нормально, ничего против я этого не имею. Но у нас, у чеченцев, должны быть свои национальные интересы. И я еще вам тогда говорил, если вы помните, в самом начале, что мы не будем принимать никакого участия в российской политической жизни. Никакого. Да, мы можем поддержать россиян, если мы считаем, что они заслуживают, там, те политики, которые заслуживают. Ну или же те политики, которые нас признают, не отказывают нам в правах,
такие же, которые имеет любое государство и любой гражданин на этой земле. Нам же в этих правах отказано. По большей части, большей частью российских политиков. А те, кто не отказывает нам в наших правах, российских политиков, русских политиков, их практически не слышно и не видно. Потому что Россия больна фашизмом. Русский народ болен фашизмом, империализмом. Это и есть фашизм. Когда вы считаете, что все должны говорить на вашем языке, все народы должны быть частью вас, ну и так далее, и так далее. И сейчас активно идет там поддержка Навального. Да. Я выкладывал у себя на канале много про Навального. Вот недавно, последнее вот мое видео перед этим, которое было выложено, как Навальный там сравнивает нас с насекомыми, с тараканами, имеется в виду кавказцев. И там, что их нужно убивать, и для этого нужно, там ролик специальный есть за то, чтобы там можно было носить оружие. Он об этом говорит прямо. Также он там называет то, что происходит во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, на Эхо Москвы выступает, называет это гражданской войной, то, что происходит у нас дома, забывая случайно те 300 тысяч, которые убила его армия и его президент, и называет то, что Кадыров сейчас творит над нами, это гражданской войной. И было бы неплохо, если бы, да, хватит кормить Кавказ, я тоже обращал на это внимание, и было бы хорошо, если бы Навальный сказал, хватит кормить Кавказ, отделите их, они плохие, там, и простил бы я вам даже сравнение нас с насекомыми, хотя сам он бич и клоп, который не имеет права сравнивать целые народы. Да. Грузин он называл грызунами, Крым он по международному праву, который признан, международному праву и Чеченская Республика Ичкерия, независимое суверенное государство. Но есть международное право, юридическая сторона этого, а есть еще политическая сторона. Так вот, Крым и юридически, и политически признан. И он считал, что это не бутерброд, и возвращать его не надо. Это обычный имперец и фашист, который ни украинцы, ни грузины не поддерживают. Какого черта мы должны его поддерживать, да, или говорить за него что-то хорошее, да, когда ничего хорошего он не говорил и не предвидится, что будет говорить. И вот сейчас идет передача власти. Передача власти от Путина, точнее Путин перейдет на Госсовет, там где-то займет какую-то должность, ему гарантирует безопасность, неприкосновенность пожизненную. Это делается для того, чтобы немцам было удобно, там, французам было удобно, там, еще кому-то, Европейскому Союзу, странам Европейского Союза было удобно договариваться. Потому что Путин уже не договороспособный и уже признан как преступник, да, международный преступник. Хотя юридически он пока еще его так не обозначили, но я очень надеюсь, что американцы его обозначат именно таким. И сейчас идет вот такая вот передача власти. И мне говорят, почему ты что, не хочешь, чтобы Путин ушел? Ну, если посмотреть сегмент Ютуба, где чеченцы выступают, наверное, не найдется большего противника Путина, чем я, чем кто больше всего говорил о взрывах домов, да, и меня в этом обвинить, ну, просто, ну, невозможно, да, ну, пытаются, даже так пытаются. Вот ты, значит, засланный там, еще что-то и так далее. Так вот, во-первых, мы, как граждане Чеченской Республики Ичкерия, относимся вот, параллельно к тому, кого там они между собой выбирают, там, какой фашист уйдет и какой фашист назначится. Единственная разница в том, что фашист Путин уже запятнал себя, он уже искупался в чеченской крови и не только в чеченской крови. И придет Навальный, и с ним начнут заново говорить. Так вот, я призываю чеченцев еще раз, настоятельно призываю, ни в коем случае не поддерживайте Навального, не участвуйте во всех вот в этих их играх, в которых вы останетесь в дураках. Это однозначно. Более того, я убежден, что произойдет следующее. Сейчас Навального называют агентом ЦРУ и так далее. Да, Навальный сотрудничал с разными иностранными фондами и организациями, как он говорит и как об этом пишут.
И в какой-то степени можно сказать, да, он работает на ЦРУ. Но одно дело сотрудничать, да, получить какие-то гранты для продвижения там, демократии, защиты прав человека, там еще каких-то принципов, которые, там, например, против той же коррупции. Американцы, у которых очень низкий уровень коррупции в стране, и в мире тоже запрещают и пытаются предотвратить режимы, где большая коррупция. И Навальный на этом делал себе рейтинг перед американцами или какими-либо другими. Скорее всего, это была американская какая-нибудь организация, которая там финансировала деятельность Навального. И если мы заметим, Навальный никогда не говорил про Путина, вот только сейчас вышло видео про Путина, когда уже Путина будут смещать, вернее, Путин сам будет смещаться, никто Путина не смещает. И Навальный сейчас обвиняется в работе на ЦРУ. Уже и Песков об этом сказал, и Путин об этом сказал, и Жирик об этом сказал, и все остальные. И все, кто поддержит Навального, эти люди будут признаны пособниками ЦРУ. И я убежден, что грядут массовые репрессии. Да, Навальному, возможно, дадут занять пост какой-то. Да, он может быть, когда же, может быть, он будет в роли президента с урезанными полномочиями и контролируемый КГБ, ФСБ, СВР, ГРУ, не знаю, кто его будет контролировать, но Путин и Патрушев останутся на своих местах. Это два главных виновника всех бед как чеченского народа, так и русского народа. Но несмотря на это, его, Навального, здесь на Западе поддерживают. Да, там говорят, может быть, их устраивает, что Путин уйдет, скорее всего, это их устраивает, что Путин уйдет, и можно будет уже с Навальным договариваться, там, вернуть Крым там, и так далее, ну, и так далее. Что выиграем мы? Я выступаю здесь от имени чеченцев, граждан Чеченской Республики Ичкерия, и для того, чтобы были наказаны преступники, совершившие военные преступления, геноцид, преступления против человечности и акт агрессии против граждан Чеченской Республики Ичкерия и чеченского народа и государства чеченского. Что мы выигрываем от этого? А давайте я вам покажу, как развивались события, когда избирался Борис Николаевич Ельцин на пост президента. Так вот, Борис Николаевич Ельцин, бывший коммунистический работник, возглавлявший Свердловскую область, потом стал ярым демократом и бился против Советского Союза, против коммунизма. И вот смотрите, что был приглашен в Сенат, и вот смотрите, что он говорил в Сенате США. Господа, я имею высокую честь выступить здесь, в Конгрессе великой и свободной страны, видели? как Слышали? впервые за тысячелетнюю историю России Сенат. Так даже Демирханов не лежит, как этот лизнул американцев. Народно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не... Вся проблема в том, что коммунистический режим рухнул. Рухнул навсегда в Советском Союзе. Это да, хотя там коммунистическая партия и существует до сих пор. Но не рухнул имперский режим, фашистский режим. И как точно и метко сказал Пол Гоббл, что даже во время вот этого коммунистического режима русские говорили не столько о коммунизме, это был режим, это была система, сколько об империализме, да, об расширении Великой Русской империи. И это никуда не делось. И это и есть скрепа русского народа, против которой я возражаю категорически. Не дадим ему воскреснуть.
опыт минувших десятилетий научил нас, коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы. Запомните эти слова. Именно эти слова будут, такие же слова будет говорить Навальный. Он точно так же будет говорить: путинский режим такой-то, такой-то. Но мы вот движемся дальше и не будет преследовать при этом Путина. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований. Не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России. И если реформы провалятся, придется заплатить многие сотни миллиардов долларов, чтобы хоть как-то компенсировать эту потерю. Это касается экспериментов с бактериологическим оружием. Известно... Заметьте, он говорит про бактериологическое оружие в 1992 году. Сейчас, которое тогда он предлагает, вот дослушаем сейчас. Теперь фактов по американским военнопленным, корейскому Боингу. Он говорит, я сейчас слышал это его выступление неоднократно, скажу, что бактериологическое оружие должно быть уничтожено, он говорит. И американцы тогда выделили огромные средства на то, чтобы оно было уничтожено. Сейчас же появился коронавирус. И более того, сейчас новый вид, и говорят, мутация этого коронавируса. Мутация это или похожий на коронавирус, мутированный в лаборатории новый вирус, который очень сильно испугал, по крайней мере, немецкие власти и английские тоже, что собираются вплоть закрыться. Германия собирается полностью закрыть свои границы, никого не запускать и не выпускать из страны до тех пор, пока эта зараза не будет побеждена. И на этом, без сомнения, Путин и его банда не собираются останавливаться. Без сомнения, есть еще хуже яды, которые они будут, бактерии, вирусы, которые они будут применять. И вот тогда Ельцин об этом говорил. Тогда пугали, Советский Союз пугал мир своим вот этим бактериологическим, биологическим оружием. И многое другое. Этот перечень можно было бы продолжить. Открываются архивы КГБ и бывшего... Так и не открыли, кстати говоря, архивы КГБ. Это самая главная причина, самый главный враг русского народа — это архивы КГБ, ФСБ и сама эта организация. Пока она не будет люстрирована, никакие Навальный, ничего не спасет русский народ. Ничего. КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих темных страниц бывшей империи. Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку. Это мое любимое место, и без зазрения совести, и даже Путин это говорил бы и сейчас, если был бы уверен, что его простят. Но его не простят, поэтому он такое не скажет. Хотя он с удовольствием упал бы на колени и просил бы об этом. А теперь я вам покажу еще одно видео, которое продолжение этой же темы. Это видео сделано мной, я вырезал там куски из... фильма Манского. Ну, давайте сейчас посмотрим. И посмотрим, как потом принимают Путина. Это 2000 год, по-моему, март месяц. Сейчас вы увидите, когда Тони Блэр, премьер-министр Великобритании, приезжает в Санкт-Петербург, встречается с Путиным. Они там идут в театр там, и так далее. И Тони Блэр поддерживает Владимира Путина. Того самого Владимира Путина, который до этого взорвал граждан, своих же граждан, для повода для нападения на Чеченскую Республику Ичкерия, и творит массовые убийства уже к тому времени на территории уже Чеченской Республики Ичкерия. Давайте, внимание, посмотрим. А вот почему это не удается? Давайте попробуем еще. Буквально через неделю он вновь прилетел в Питер. На сей раз на встречу с премьер-министром Великобритании Тони Блэром.
Протокол этой встречи был весьма условный. Экскурсия по Эрмитажу и Петродворцу, совместный брифинг и посещение премьеры в Мариинском театре. Безусловным значением этого визита для предвыборной кампании Путина было то, что в лице премьера Великобритании Запад демонстрировал, что поддерживает Путина и хочет видеть его президентом России. По всей вероятности, это было первое для Путина в качестве лидера страны нахождение в царской ложе. Трудно до конца представить себе чувство парня из питерской коммуналки, столь стремительно взлетевшего в мировую элиту. Я очень благодарен депутатам Сейма, нашим друзьям чеченским за то, что состоялось это мероприятие. Я хочу особую благодарность выразить сенатору Штетина из Чехии за показанный фильм. Фильм, который бьет по всем чувствам, показывает реальную картину того, что происходило в Чечне. Но господин сенатор предварил фильм словами, в котором сказал, что надо говорить правду России. А я бы отметил, что надо говорить правду и мировому сообществу, европейскому сообществу. В чем заключается эта правда? Почему европейское сообщество так себя повело? Этот механизм странный разъясняет вот этот документ, который я демонстрирую впервые. Вопросы безопасности. Этот документ есть у меня во вкладке «Сообщество». Я его выкладывал. Этот документ для руководителей высокого ранга. Сейчас эти документы исчезли. Их нет. Путин произвел зачистку. Что говорится в этом документе? Я прочту абзац. Путин, это, заметьте, март 2000 года. То есть он еще не президент. Он только исполняющий обязанности. Говорится вот что. Путин провел на высоком уровне серию встреч с представителями всех крупнейших международных организаций. После каждой из таких встреч западные партнеры России выражали полную поддержку Путину. Пожалуйста. Мы говорим о том, что who is Путин? Не знают, откуда. Оказывается, его знали. Эти установки, дальше говорится, идеологически будут достаточно либеральными, партнерские отношения с мировым сообществом. На практике эти установки будут означать готовность России принимать во внимание озабоченности мирового сообщества по любым вопросам взамен на отсутствие каких-либо практических шагов по ограничению свободы рук России на Северном Кавказе. То есть мы вам предоставляем право проводить геноцид чеченского народа. Извините, это не
не мои слова, это вот этот документ говорит. Не надо проводить политику двойных стандартов. Эта политика приводит именно вот к тому, что происходит в Чечне уже на протяжении 13 лет. Уважаемый господин Штетина перед фильмом сказал о том, что говорил о смерти Синтии Эльбаум, которая погибла 22 декабря 1994 года. Я был в этот день там же. Возможно, мы и встречались с господином Штетиным. Но я знаю слова матери Синтии Эльбаум, Джуди Эльбаум, которая сказала о том, что эта политика будет продолжаться до тех пор, пока мир, пока политики не будут говорить правду. Касаясь этого вопроса, я бы хотел заметить, что у Совета Европы есть доброкачественные инициативы, такие как создание Международного трибунала по Чечне. Почему эта инициатива заглохла? Почему бы не возобновить эту инициативу? Касательно этого документа, я хочу сказать, что Путин попросту обманул и Запад, и мировое сообщество. Он выиграл эту игру. Не пора ли наказать этого преступника? Надо называть вещи своими именами. Россия совершила ужасную агрессию. Путин – военный преступник. Накажите этого военного преступника. Пусть он заменит место этого Милошевича. Почему был создан трибунал по Чечне? Но почему только говорилось 3 года назад о создании трибунала по Чечне? Почему нет реальных дел? Я думаю, что западные политики должны быть последовательны. Я думаю, что мы имеем право требовать с них. Будьте последовательней. Большое внимание. Большое спасибо за внимание. Так, это чтобы было понятно про ситуацию, которая происходит. И Майырбек Тарамов еще в 2008 году, и все наши политики, все наши руководители об этом давно говорят. Но почему-то нас не слышат. Не слышат нас, ну, тогда получайте коронавирус, тогда получайте бубонную чуму. Что еще этот изверг и подонок из КГБ, ФСБ еще может сделать? Да все что угодно. Они уничтожат весь мир, не задумываясь. Главное, чтобы их это не коснулось. Главное, чтобы они находились в безопасности. И вот тут вспоминается, да, тут уместно было бы вставить на то, что вот сейчас раскручивается вот этот Навальный, вот эта карта, и как раскручивали Путина, да, не зная, кто такой Путин и так далее. Ельцина поднимали тоже до высот, и Ельцин, как только утвердился в власти, начал войну против независимой суверенной Ичкерии. Потому что ничего другого, кроме ура-патриотизма, империализма, вот этого своей скрепы русской, да, удовлетворения их низменных чувств русского народа, ничего другого дать они не могут. Потому что они грабят эту Россию, они разворовывают ее, они не могут дать русским нормального образования, нормальной медицины, нормальные условия, да, то есть социальных каких-либо там гарантий и условий, в том числе и пенсии, которые сейчас Путин поднял. Они должны себе это грабить. Если делить на 140 миллионов россиян, то самим дорогим, любимым не хватит. И вот сейчас нам предлагают новую карту, да, и Навальный, зная, что разграбляли Россию, играет на тех же чувствах. Сейчас нам показывает Навальный, который нам рассказывает, что вот мы должны там выйти на митинг, говорит. Проводится суд над Навальным. И вот давайте посмотрим, что он говорит. Человек, которого отравили, который еле выжил, якобы еле выжил, за которым 3,5 года, да там вот все вот это расследование Bellingcat и Инсайдера, Романа Доброхотова, который, как выяснилось на суде Зелимхана Хангашвили, убийцы Зелимхана Хангашвили в Берлине, давал ложную информацию о Вадиме Красикове, что он является сотрудником ФСБ. Хотя немецкая БНД
на суде, я это слышал, сказала, что Красиков является сотрудником ГРУ, военного ведомства, российского военного ведомства. И тут Навальный, который только что отравлен, который еле выжил, 18 дней пролежал в коме и так далее, не говорит, и ранее не говорил, он давал Путину гарантии безопасности, что уйди, Путин, дай мне занять пост, и с тобой все будет нормально. Он здесь не говорит, что Путин убийца. Он говорит, Путин вор. Это вот эти оговорки, которые очень важны бывают в деталях, да, когда человек, и понять сущность, суть посыла, месседжа, который этот человек нам посылает. Вот эти оговорки имеют огромное значение. Ни одному из вас, и мне в том числе, не пришло бы в голову после того, как меня отравили, не говоря уже о том, что этот человек, Путин, убил уже сотни тысяч людей в Сирии, в Ичкерии, в Грузии, в Украине, травит уже несколько миллионов, 2 или 3 миллиона человек погибло от коронавируса. И я, конечно, считаю, что это сделал Путин и его банда ФСБ, ГРУ и так далее. Даже если бы этого не было, если бы одного меня или любого из вас отравил бы этот человек, вы бы в первую очередь сказали бы про убийство, про то, что это преступник, убийца, так как убийство не доведено до конца по независящим причинам убийцы, да, покушавшегося. И он не говорит про убийство. А это самое главное. Я вам сейчас, после того, как сейчас покажу вам вот этого симулякра, искусственного имитатора, я вам покажу, зачитаю текст Буковского, великого русского диссидента, который недавно умер в Англии. Таких людей Россия выбрасывает из себя. Им нет места в России. Давайте послушайте, что он говорит. В отношении к законам Российской Федерации. И это понимает вообще каждый человек Российской Федерации. А происходящее здесь не имеет ни малейшего отношения к законам Российской Федерации. И это понимает вообще каждый человек. Вот этот полицейский, вот тот полицейский, вообще все, кто здесь находится. Вот эта вот банда воров, которая просто 20 лет развела управляющую страну, она сказала мне, и в моем лице всем, кто отказывается молчать, что вот, значит, мы тебя пытались убить, ты не умер, оскорбил нас этим, поэтому мы тебя за это посадим. И сейчас придет женщина в черной мантии, изображающая, что она судья, и отправит меня под арест, тоже понимая, что все это абсолютно и тотально незаконно. Но тут важно даже скорее подумать о том, почему они делают именно так, почему они посадили мой самолет в другом месте, почему они трусливо организовали вот этот вот процесс прямо в здании ОВД, почему они не пустили никого, почему все так срочно, почему никто не знал об этом суде. Потому что у них рейтинги большие или потому что они сильные? Да нет, потому что вот этот самый вороватый бункерный дед, он сидит и трясется от страха. Они же боятся. Вороватый бункерный дед. И так далее, и так далее. Этот человек находится в данном видео, он находится в отделении полиции, и там же проводится суд, да, чтобы поменьше было журналистов, быстренько те оформили и его отправили. Может быть, в изолятор, в матросскую тишину, может быть, какую-нибудь комфортабельную квартиру конспиративную отправили. Но сам факт остается фактом. Человек говорит, вороватый дед. Вас только что пытались убить. Как вы можете сказать вороватый дед? Там все с этим отравлением просто не выдерживает никакой критики. Да? Хочется в это поверить. Нам со всех утюгов и чайников рассказывают, что Навального хотели отравить. Но мой здравый смысл мне никак не дает в это поверить. Я был в этой России. Я знаю эту систему изнутри. Вы не можете вот так сидеть и говорить, что этот вороватый дед, он меня боится там и так далее, и так далее. Зайдет обычный, 2 мента тебя зайдут с дубинкой, так отдубасят, что ты забудешь, как тебя зовут.
О чем он говорит? Навальный там на 30 суток арестовали, там, ну, сейчас в данный момент ему избирается мера пресечения, и он сейчас 30 суток там получит, там, и так далее. Может быть, ему дадут еще срок, там, еще докинут, там, и так далее. Но это ничего не меняет, да, это может быть как внутри разборки, да, как внутренние разборки это могут быть, также это может быть, потому что реально есть силы, которые намного сильнее Путина, они не восстают против Путина, потому что власть принадлежит Путину, и они боятся проиграть в этой схватке, так как Путин как бы является, и ему подчиняется, является как бы по их законам легитимным президентом. И при всем при этом это может быть и полная инсинуация, да, полный спектакль. Да. Ну, делайте выводы. Выводы делайте вам, как говорится. Но мы, как чеченцы, граждане Чеченской Республики Ичкерия, не поддерживаем эти спектакли. Пускай в эти спектакли играет кто угодно. Мы поддерживали Ельцина, в том числе Шамиль Басаев. Чем это закончилось, мы знаем. Потом пришел Путин, которого поддерживал Запад. И как сейчас Майырбек Тарамов нам рассказал, что все прекрасно знали, кто такой Путин. И who is мистер Путин было неуместно. Это были все-таки отговорки. На Путина сделали ставки некоторые западные политики, в том числе Тони Блэр. И выбрали себе человека. Но сейчас разругались. И что получила Великобритания? Великобритания получила ядерный террористический акт применением полония, где были не только убит Александр Литвиненко, но также были отравлены большое количество граждан Великобритании. Несет ли Тони Блэр ответственность за это? Должен ли отвечать Тони Блэр за то, что граждан своей страны по его ошибке был нанесен такой ущерб? Несет ли Тони Блэр ответственность за гибель гражданки Великобритании, убитой от новичка, при попытке убийства Скрипаля и его дочери, Скрипалей, когда пытались убить? Это вопрос открытый. И все, что говорит Запад, все, что делает Запад, это не истина в последней инстанции. Мы, чеченцы, граждане Чеченской Республики Ичкерия, признающие международное право, являющиеся полноценными гражданами Европы, континента европейского, мы требуем, чтобы соблюдались наши права. И нам эта независимость нужна не только потому, что каждый имеет право на эту независимость. Да, это право у нас дано нам Богом от рождения. Мы имеем право жить свободно на своей земле, исповедовать свою религию, как мы хотим, и соблюдать наши законы, многовековые, тысячелетние истории наши. Мы очень древний народ, и мы имеем право на это. Но также мы имеем право гарантии безопасности. Для этого, для этого нужна эта независимость. В первую очередь. Для того, чтобы у нас были гарантии, что не повторится выселение, геноцид под видом выселения, чтобы не повторится геноцид под видом восстановления конституционного порядка, не повторится геноцид под видом борьбы с международным терроризмом и так далее, и так далее. Именно для этого нам, чеченцам, нужна эта независимость, для того, чтобы у нас были гарантии. И эти гарантии нам может дать международное право, если мы войдем во все институты. У нас огромный потенциал, чеченцы, огромнейший потенциал. И вся эта ситуация, она меняется вот очень быстро. Мы должны запастись попкорном, набираться потенциала, набираться сил и наблюдать за этим. Чтобы нас не втягивали ни в Сирию, ни куда-либо вообще, чтобы мы нигде не приняли, ни в Ливию, ни в Мьянму, еще куда-либо. Мы должны строго придерживаться национальных интересов. У нас есть государство, за которое мы заплатили огромную цену. Оно признано международным сообществом, в том числе ОБСЕ, которое было наблюдателем на наших выборах. И мы должны наш потенциал, который мы здесь уже накопили, а он у нас громаднейший. Но если бы вы знали, что до того у нас все хорошо. Но наш народ, большая часть нашего народа, и наша
территория, наша страна, она находится в оккупации. В тяжелейшем условиях находятся те люди, которые находятся дома. Здесь же нам нужно объединиться под одним началом, под одним руководством, под законной властью. Нравится вам эта власть или не нравится, вы можете обратить внимание, что происходило в Америке. Америке Путин и его банда дали шелбан по носу. Да то, чтобы продвинули своего агента в президенты, как утверждают большая часть людей в самой Америке и в руководстве, в истеблишменте американском. И него за это никто не сказал: нет, я не признаю эту Америку, я не признаю этого Трампа, да гори оно все синим пламенем. Никто не говорил. Все, значит, жили так, как они жили в своем нормальном государстве. Прошло 4 года, прошло время, они выбрали себе нового президента. То же самое и с Ахмедом Закаевым. Мне нравится это правительство. Мне не нравятся, например, многие вещи. И не будут нравиться мне. Я не должен всем быть доволен. А если я недоволен, я взял на себя смелость говорить открыто это. И я буду это говорить. Буду говорить правду именно так, как я ее вижу и как слышу. И все, что я говорю, это исходит именно от меня, и это мои мысли, которые я излагаю. И это тоже не должно быть, не должно всем нравиться, и не должно быть там последней истиной, последней инстанцией. Поэтому мы, которые имеем огромный потенциал, чеченцы, должны собраться, разобраться в себе, понять, что мы строим суверенное, правовое, демократическое государство, где никто не будет ущемлен, где не будут ущемлены другие религии, в том числе не будет ущемлена наша религия. Мы, мусульмане, 100% чеченцев, проживающих на территории Чеченской Республики Ичкерия, являются мусульманами, по крайней мере, декларируют, что они являются мусульманами. И никто не ущемляет нашу религию. И все те, кто бегут из самой спокойной и прекрасной российской оккупированной Ичкерии, здесь находят приют, несмотря на их религиозные взгляды и убеждения. Тем более у нас не будет никаких вопросов по тем, кто живет в нашей стране, является гражданином и имеет равные права со всеми. В принципе, вот как-то так. Так, давайте перейдем к вашему вопросу. Мы уже 1,5 часа уже в эфире. Я думаю, можно уже закругляться. Так, Аду Давлетук, да здравствуй, Шариатская Бельгия, говорит. Ну, хоть напиши, Аду, что это сарказм, в скобочках, сарказм. Ну, не понимают же люди, некоторые, кто нас смотрит. Так. Байден будет нашим союзником, говорит Ганс Шредер. Файтер Израиль. В американском руководстве, так, потерял я, в американском руководстве Обама назначил директором ЦРУ члена Коммунистической партии США. Ссылаться на большинство американских руководителей, принявших участие в перевороте, некорректно. Хорошо, Файтер Израиль. Но я тебе скажу одну вещь. Коммунистическая партия США не играет никакой роли. Систему в США никто менять на коммунистическую не собирается. Правда.ру. Наши женщины должны одеваться как мусульманки по шариату. Наши женщины должны одеваться так, как им велит их совесть и их семья. И это их личное дело. Ни тебе, ни мне не надо указывать на какие-нибудь дресс-коды, кому как носить. Да, по шариату, по исламу, женщина должна одевать хиджаб. Но это их личное дело.
И мы на протяжении веков носили, там, габли носили, такие, все соблюдение ислама. И не переставали быть мусульманами, вот пока не появились правдорубы, которые начали говорить, вот надо так. Никто ничего не должен, дресс-коды, носи это, носи то делать. Каждая семья решает, каждая женщина решает. Ей отвечать перед Богом. Ни правдорубу, ни кому-либо. Лично ей нужно отвечать. Меня тут пытаются, там, надо бороду носить, надо то носить. Дудаева не было бороды. И я знаю очень мало людей с бородами, кто хоть близко достоин его. Очень мало таких людей. Но я знаю многих, которые вот с этими бородами ходят и воруют в магазинах. Поэтому это самое последнее, что мы будем обсуждать. Так, давайте дальше. Так, где бородачи, там торчат уж ФСБ. Всем строителям колодцев в Крым, там с водой напряженка, говорит Лунаси. Да, кстати, давайте все туда. Как найти? Аслан, скажи лучше так. Одежду будут носить как хотят, но мы не позволим разврата. Как найти? Это вообще неуместно. В нашем обществе это практически невозможно. Это такие третьи, десятые вопросы, которые не должны забегаться вперед. Сперва мы должны освободить территорию, привлечь к уголовной ответственности огромное количество. Для этого потребуется, может быть, десятки лет. Расследовать, привлекать, находить. И потом уже там будет у нас там хиджаб кто-то носить, или кто-то будет носить косынку, или кто-то будет носить полоску, или кто-то будет вообще без этих платков и это ходить. Какое это вообще, это такие вещи, которые должны решаться, вообще это должна решаться семья должна, это институт семьи, это они должны решать, у себя внутри семьи. И все. Вечер добрый, говорит Евгений. Все точно, Асан. Настоящий и постоянный стержень там это империализм, а все остальное лишь временные сменяемые одеждой, не меняющие стержень. Да, Евгений, абсолютно так. И Россия будет соблюдать, Навальный там будет, овальный там будет или квадратный, не имеет значения. Россия будет соблюдать международное право. Это для тех, кто от имени международного права заявляет и там рассказывает, что мы вот должны поддержать Навального, сейчас там Навального посадили там и так далее. Даже тут в Европе, даже наши друзья, наши союзники уже призывают выйти на митинг в поддержку Навального. Я готов выйти на митинг, но не в поддержку Навального. Я готов, там есть много людей, которые заслуживают большего, чтобы за них выходили. Да? А выходить за Навального я не согласен. И как говорится, как сказал опять же Пол Гоббл, что Россия начнет соблюдать международное право, если в ясный день со стен Кремля будет видна граница России. Россия должна быть распущена. Навальный на это не пойдет. Навальный это смена декораций для того, чтобы некоторым политикам здесь на Западе, внутри России было удобно. Мне это неудобно. Меня это не устраивает. Режим в России должен быть осужден. Россия должна распуститься. Вот мне тут пишет Якут, например. Якутия самая богатая республика, которая самая бедная, как это не звучит странно, да? Имеет огромные возможности, она самая бедная. Чеченская республика Ичкерия находится просто в 1937 году, 1937 году, да, там тирания под полным контролем ФСБ и Кремля. И Россия должна быть распущена, и все народы, татары, дагестанцы, якуты, все, кто пожелает, в том числе и Приморье, может
должны отсоединиться или, по крайней мере, стать нормальной федерацией, где власть распределена по субъектам, а не в центре. Да, вот тогда она является федерацией. Как, например, является федерацией, на самом деле федерацией является Германия. Здесь Гамбург, это земля, город, ну и чуть-чуть выходит за город, это называется земля Гамбург. Здесь местные власти, но это короли в этой власти, да, в рамках закона. Они не могут делать даже то, что им Меркель скажет не делать при желании. Поэтому Россия должна быть распущена. Так, леди прочитаю. Давно не читал тебя, леди. Наши женщины должны одеваться как нохчи, не как гасхи, которые до появления ваххабизма так и одевались, и не как арабы, которые теперь переобулись. Мы нохчи и до ислама не одевались вульгарно. Вот мнение женщины. Абсолютно согласен. И вообще лезть в это дело, мне кажется, вообще даже это не по-чеченски, не говоря уже, меня не так учили. Если ты решаешь, как это твое личное дело, это решает семья, институт семьи для этого есть, который имеет очень сильные у нас устои. Для этого там пускай будет там разбираться семья. У нас есть такое очень, очень сильное внимание, это как, я не знаю, когда соседи просто скажут, что нет, это некрасиво, не вульгарно, неправильно. И никто не пойдет, например, если девушка без платка, одень платок там, или стрелять из пинбольных вот этих шариков, как это делают русская банда кадыровцы в Чечне, заставляя всех одеть эти хиджабы. Это делается для того, чтобы потом миру показать, да, они все такие и мечетями застраиваются, чтобы потом показать, ну, они потом отрезать голову какому-нибудь французу, бедному, безоружному учителю, и потом сказать, вот, смотрите, какие они все такие, выйти на митинг против Шарли Эбдо, ну и так далее. Это каждый решает у себя. Если женщина не носит платок, вы не можете в нее стрелять из пейнтбольных шариков или что-то указывать. Если вас это сильно до глубины возмутило, вы идете к ее отцу и матери и говорите, вам не нравится, что она так ходит. И если они вас посылают, куда вам следует, вы идете. Если нет, они говорят, да, мы согласны с тобой, мы будем решать этот вопрос. Спасибо тебе, можешь идти. Все, это непонятно. Это вообще, это даже не по-чеченски. У тебя нет бороды. Бороду обсуждать даже это не считалось некрасиво. А теперь приходится публично и мне это обсуждать. У тебя нет бороды, у тебя нет это. Так при чем здесь борода, господа? Наша страна оккупирована, нас убивают каждый день, пытают, у нас нет прав. Борода, ну есть у вас борода, и что? Что вы сделали, имея эту бороду? Те, которые вот сейчас, вчера убиты, Аслан Битюкаев и его товарищи, эти люди достойны носить бороду, а не те, кто просто отпустил бороду и здесь по магазинам ворует, врет, лжесвидетельствует, наговаривает на людей, в том числе и на меня, и на таких, как я. Вот эти люди или лгут каждый день, вот эти люди недостойны носить бороду. А вот позиционируясь теми, кто носит эти бороды заслуженно, которые реально не на словах, не бородой, а на деле своей жизни отдают за это. Поэтому, да, бороду по исламу желательно носить. Но она не самое главное, чтобы мы ее обсуждали, обсуждали платки, еще что-то, еще что-то. Сперва освободим Родину, а потом будем уже исходить. Все, что соответствует нашим законам, и вот, соответственно, с этого мы и будем действовать. А наши законы очень-очень хорошие. Это и сейчас некрасиво обсуждать бороду, говорит Хамзат. Говорит, да, сунам и адубош хазири. Я это слышал, что это некрасиво.
И я вынужден был уже говорить об этом, потому что уже довели. Так. Алекс, а после освобождения нашей страны нам придется выбрать президента. Аслан, ты будешь баллотироваться на президентских выборах. Мы бы хотели видеть тебя тоже. Из вас стал бы второй Джахар. Нет, Алекс, я не буду никогда баллотироваться в президент и никогда не буду участвовать в чеченской политике. Да, Аллах, потому что мне это не нужно. Это то, чего я боюсь. И я бы не занялся, валлахи, я не занялся бы тем, чем я сейчас занимаюсь, если бы я не видел бы плачевность нашей ситуации, что никто этим не занимается. И нас уводили то в Сирию, то туда, то туда. И я решил, что пожертвую и своим временем, карьерой, благополучием, финансовым благополучием своей семьи, своих родителей, для того, чтобы хоть как-то помочь. И Аллах свидетель этому, что я это делаю. И никогда я не хочу ни с этими политиками, ни с кем связываться. Хорошо, что ты спросил меня об этом, и чтобы я мог тебе ответить, и в любое время будете ссылаться на это видео и говорить, ты же говорил, что ты не будешь. Я не буду. Мне это не нужно. Хултыга Хасан, Аслан, а почему тебя некоторые блогеры и тиктокеры называют атеистом? Потому что они лжецы. На меня много разных вещей набрасывали. Где-то, может быть, были какие-то оговорки, но никогда я не говорил, что я атеист. И тот, кто меня называет атеистом, тот сам является таким, потому что нельзя так говорить. А говорить они могут все, что угодно. Так. Ассаламу алейкум, Аслан. Я тебе уже несколько раз написал. Ответь, Дия Сахаттар. Прямой эфир Мацхульшу. Прямой эфир у меня бывает понедельник, среду и пятницу. Сейчас делаю я их почаще. А в среду бывает прямой эфир Хусейна Исханова. Понедельник и пятницу я делаю. В воскресенье я пытался, как получается, делать на чеченском языке. В четверг я с Хусейном пытался делать. Вчера я просто физически уже не мог и просто уснул. Поэтому не сделал вчера. А так, как получается, так и делаю. Пытаюсь делать систематически, да, в одно и то же время, в одни и те же дни недели. Время всегда 21 у меня получается делать. Но не всегда у меня получается даже в одни и те же дни недели делать. Так. Носи накладную бороду в эфире, горячки реферы. Так, по нашим адатам только старший в роду носил бороду, остальные усы. Но не ночь, это не нравится. Им не нравится наши рылхш. Делают все, чтобы искоренить наши рылхш, говорит леди. Так, 3 недели визитная карточка моего канала стоит видеообращение президента Чирии Аслана Масхадова к мировому сообществу. Переведено на английский. 15 лайков. Что носить будем? Что носить будем? Совершенно верно. Заходите на сайт Чеченский след Рязанский Сахар, распространяйте его видео, ставьте лайки, подписывайтесь на его канал. Как найти? Аслан, если пойдешь на сделку с совестью, я тебе в глаз дам. Я не знаю, что ты имеешь в виду под сделкой совести, но я вам обещаю, что я не буду никогда вам врать. Никогда чеченскому народу я не буду врать и обманывать. Я буду говорить, как есть, вне зависимости. Америка это будет, Закаев это будет, кто бы это ни был. Я буду говорить только правду. Именно с этим я вышел, и я это дал мухла. Постараюсь провести до конца. А если я не смогу это сделать, я скажу, я не могу, я отступаю. Масан хуль аль-бос. А так я буду говорить правду. И если это сделка с совестью, дал мухла, я ее не совершу. Муса, Асан, слышал, ты раньше говорил, что Грозный рухнет, что святые так сказали.
Я не помню, что я такого говорил. Я, знаете что, я не очень сильно верю во все эти сказки со святыми. Я верю, что это люди очень были умные, образованные, именно честные и реально святые. Святые в плане, в человеческом понимании, святые. Да, потому что пророком был только один, последним был Мухаммад, а все остальные были честные, образованные, высоконравственные люди. Вот в этом плане они были святые. Но все, что они говорили, до нас не дошло, было уничтожено. И их учения искажались. Поэтому я не верю в сказки КГБ, которые нам рассказывают, что там что-то там это и так далее. Я в это не верю. Возможно, это произойдет, но я в это не верю. Я тогда ухожу в подполье, я надеялся, что ты будешь в политике, а это дело связано с чистоплотностью. В том-то и дело, там чистоплотностью не пахнет. Там нужно вот таким быть. Я не смогу. Я при желании смог бы, на самом деле, просто не имею желания. Лучше я останусь юристом. Бартмаш, что завтра смотреть? Митинг или бой Макгрегора? Бой Макгрегора. Серж, на Алиэкспресс большой выбор бород. Да. И тела похищенных надо будет найти. Нам предстоит большая работа, и мы это должны делать все вместе. Меня уже трудоустраивает. Господа, не надо. Я что-нибудь сам, как-нибудь сам. Салам алейкум с Ингушетии. Аслани, скажи, мы сейчас, Кавказ Северный в колонии находится. Да, Кавказ находится в колонии. И мы кавказская нация. Все на Кавказе, мы вне зависимости, как ингушу тебе говорю, осетины это, грузины это, кто бы это ни был, мы кавказская нация и должны строить вместе свое свободное кавказское государство. Да, Мулла. И вам, и ингушам, и дагестанцам, и осетинам, и всем, конечно, должно от вас быть желание. Насильно мы, как Россия, не можем никого втягивать. Обарик, мусульманин, назвавший другого не мусульманина, мусульманин неверующим, сам уходит из ислама. Аслан, респект от души, говорит, как найти. Баркал. Барт Маршу, читай Коран, в свободное время нужно получать знания. И помолись за нас и всех мусульман. Так. Кавказ, Шенген. Совершенно верно, Заза. Так, я думаю, господа, мы на этом закончим. Вот Хамзат написал. Аслан, если народ патриот, ты обязан будешь им быть. Народ не должен меня об этом. Так, ищцадуицу, бо Аллаху нахца. Ты я хулля. Да, мула, да, было бы очень здорово, если бы мы стали страной Кавказ. Да, как Евросоюз, Кавказский союз. Очень было бы хорошо. Алекса, удачи тебе, Аслан. Спасибо большое. На этом наш стрим заканчивается. Спасибо, что смотрели, спасибо, что поддерживали. Все будет Ичкерия, да, мула. Все будет Ичкерия, Щек Рамадол. Победа будет за нами, враг будет разбит и привлечен к уголовной ответственности. Адикёль, Маш Оль. Всего самого хорошего. До свидания. Спокойной ночи.